Прапрадедушка был мулой, его потом расстреляли в 1937 году, забрали, где похоронение неизвестно. Ахманай как гордость для меня, да, как Наманган. Вот других не надо. Вот почему-то я Наманган считаю своими. А у вас была какая-то большая мечта? Как таковой нет. Но больше у меня положительного, чем отрицательного. Вот 40 отрицательного, 60 положительного. Конечно, я вот чувствую вину за собой. Я не удовлетворил вас своим ответом. Я же говорил, я не герой, я обычный человек. Своими достатками, недостатками. Мама рассказывает, когда она родилась в 30-м году, уже тогда у них был медная кастрюля медная. Набрали туда пшеницу, с этой кастрюлей вагоны погрузили. Вот это пшеницу, конечно, по пути съели, а кастрюли этой даже в голодные времена не отдали ни узбекам, ни потеряли, ни променяли на какую-то еду. Вот так все, что они забрали в 44-м. Вот этот товарищ всю дорогу проделал и вернулся, еще вот 30 с лишним лет живет здесь. Сейчас ему 92 года. В 30-м году ему будет 100 лет. А когда его сделали, может, еще раньше. Только внимание, ваша гордость за него берет. Да я сам горжусь, говорю, у меня в доме Казан, говорит, 92 года. Столько лет человек не живет, а железо еще не переплавили. Откуда эта гордость? Это такая безвинная, ненужная гордость. Ни к чему не обязывающая. Ну, гордость, и все какой-то аттестат. Мама, папа хвалили этот Казан. Вот, Казан. Вот этот Казан теперь, как у русских икон, так у меня это Казан теперь. А ваши братья не захотят его взять домой, чтобы тоже держать его? Да они старше меня, они раньше меня умрут, если я самый младший. А дети вот так возьмут, пинут куда-нибудь на металлом. Но вы себя считаете акманайским? Да, чисто я сам горжусь этим. Слово Ахманай для меня это все, как Наманган. Когда пошли разговоры о том, чтобы возвращаться в Крым, ну, родители думали возвращаться, не возвращаться? Сразу. Даже вот я говорю, в 88 году папа сам рванул, когда еще не было массового этого ура, пошли в Крым. Вот я говорю, что мы ахманайские, в смысле, я говорю мы, но учитывая то, что папа, мама, дедушка, бабушка, прапрадедушка, прабабушка, все. Вот я их упоминаю, потому что они там жили, а сам-то я наманганский. А вы в Намангане когда последний раз были? Ну, уехал в 90-м году, все. Нет, желание где-то есть, вернуться вот так, вернуться. Сейчас мне что Просто тебе? посмотреть? Нет, если бы сейчас я один, мне терять нечего. Думаю, вот сейчас бы, если у меня жизнь такая плохая была бы, я бы рванулся там, где я родился, там и пригодился. Но там же все равно я не купил бы. Если бы тот дом у меня был бы, сейчас стоял бы, не проданный, я бы и вернулся бы. А что бы нет? То есть вы бы вернулись? Но почему бы нет? Потому что здесь тоже просвета нет, и там просвет нет. Но зато там, как говорится, родина. Родина все-таки там моя, а ихняя родина, родители здесь. Было 7, 2 умерло, осталось нас 5. 2 сестры в Армянске, брат в Севастополе, 1 брат в Джанко, и я 5, самый младший. У вас не было мысли, переехать отсюда? Когда-то родители смотрели, без Якарама, бар, Стеген Ердаин, Ал, я Шейбер. А я говорю, нет, я младший, буду сидеть. Я сидел тут. А потом что-то папа умер, потом уже маму оставить нельзя было, все барану-марану, всех потом продал за 3 копейки, как говорится. Ну, потом сидел, смотрел уже за ихнюю пенсию, за ее пенсию, смотрел ее и жил. В 13 году она, когда умерла, ее пенсия была 1570. Это была очень большая пенсия. Ну, фактически не я ее смотрел, она меня смотрела. Хотя я ее смотрел, но за ее пенсию я жил. Инвалидность вы когда получили? В 2014 году. В 2014? Да. А до этого вы чем занимались? Вот, говоришь, маму смотрел 4 года. Просто маму смотрел 4 года. Я не отходил от нее, уже ничего не было в доме. То куры были, штук 40 или 50 кур было. Последних, правда, 20 кур я так подарил, 22 куры я прозарил, вот так просто подарил. А почему подарили? Ну вот так, подарил и все. Не стал смотреть, потому что я один остался. Вам братья, сестры не предложили, мол, давай к нам перебирайся? Нет, это, во-первых, нет, и не предложил, во-вторых, я сам не такой. И ой, давай, зачем быть обузой? Для кого-то, ой, возьми меня на попечение, зачем? У меня, во-первых, своя гордость, если что, я тебя не смогу прокормить. У меня, во-первых, когда не было пенсии, да, я мыкался, и чуть ли не голодал, а хлеб один был и с водой, было, черт, было, а что нет? При Украине была 2 группа.
Потом в Россию в 2014 году мы перешли, мне Россия сделала третью группу. Эта группа вторая, она не рабочая. Я не имел бы права работать. А при России мне сделали третью, иди работай. То есть у вас рабочая группа? Да. Но работы нету. У вас какая специальность? Не было, я никогда не работал. Я учебу бросил на Мангане. Здесь приехал, базар у меня был. Все видели, меня тут на базаре я все время был. Работали Купи, на базаре? продай, да, и хозяйство было, телки были, коровы были, гуси, козы, утки, все было. Я не нищенствовал. Я всегда не хотел работать на кого-то. Почему я и никогда вот за свои вот, сколько вот сейчас прибавить, мне 50 лет будет, я нигде не работал, у меня трудовой книжки нету, я ни под кем не был, как говорится, никаким начальством, ни на каком предприятии, никто на меня не орал, я не любил, чтобы на меня кричали. И в это слово зависимый быть, порабощенный, что ли, или подчиненный, я не любил. Я хотел, чтобы я был начальник. Вот это во мне жилка и была, и будет. Я поэтому и работал ни на кого и не буду. У вас же был выбор начать работать в поле и сохранить мамины украшения, какое-то кольцо хотя бы? Ну, тогда, как говорится, и не думалось об этом. Взял это, потому что лежит же вон, легкий путь есть. Когда есть легкий путь, о другом пути не думаешь, берешь и в первую очередь даешь то, что из дома можно вынести. Ну, тут куры были. До 40 штук было. А там сарай был, он сейчас уже шаткой валки, за 30 лет он уже подперся этими досками. Ну, там бараны были, коровы были, козы были. И главное, на таком маленьком сарайчике все уживались. Когда его не ремонтируешь, оно же все разваливается. Оно же уже все. Все, задняя часть упала. Все же это все заброшено. Курятники тут были тоже, они тоже все уже разрушились. Все это же все. Я как бы руки опустил, живу вот так. Огород мне уже не нужен. Знаете, есть такой период упадочный. Руки опустил. Живешь просто. Больше как бы план не делаешь, плывешь по течению. Что будет, то будет. Как-то не будет такой момент, когда я опять встрепенусь, опять как финист, как говорится, из пепла восстану. Но это когда будет, я не знаю. В этом доме держали свиней. Папа, говорю же, он такой не лентяй, работящий, он все это вычистил. Вот этот пол не видно было, вот такой слой был говна, навоза. Он это скребал, вот эти стенки все соскребал. А это до того, как вы приехали из армии? Я был в 92-м приехал, а они в 90-м ноябре приехали. И вот это все он соскребал. Все это, здесь свиньи были, вот этот свинарник у него был. Сейчас я уже в свинарнике, получается. Ну, собственно, говорится, из-за собственной лени и болезни. И сейчас он в запустении, запущенный. А почему он сейчас в запустении? Потому что я один не могу за собой все это. Как я все сдвину, как я побелю, как я замажу. Мне этот диван не сдвинуть. А это же надо, чтобы 2 человека было. У меня часто батарейка садится. Ненадолго не хватает. Сейчас я. Батарея садится. Если заменить. Сейчас. Вот, это я сейчас найду. Ой, в Узбекистане жили 18 лет. Узбекский знаю в совершенстве, потому что в Узбекистане на вокзале, в школе, на стадионе. Фильмы узбекские. И с узбеками разговаривал. Я пришел в Узбекистан, я узбекский знаю хорошо. По-крымско-татарски вы говорите? Естественно, имею без билемен, да, ей. Крым-татарский яхши билемен. Лапет. Джаваб билемен. Старые эти вещи, которые закупим, все новые. Но вы их храните, потому что они... Потому что я их не одеваю. Куда я одену их? Да и зачем? Не, а у вас есть старые, мамины вещи старые? Ну, там какие-то, может быть, я не знаю, что-то памятное. Да, нет, мама умерла, все уничтожили, зажгли. Почему? Потому что маму, кто ее носить будет? Я, что ли, буду носить? Не, как память я имею в Да, виду. это все хлам носить. Это все мамино, наследие мамино. Это и даже и мое там, там все новое, не ношенное, но это все вещи, просто вещи, все новое, оно не пользованное. А вы зачем храните? И некуда мне их одевать. Хотите, вам подарю. Просто некуда одевать.
Ну, у меня вот это есть, вот даже утюг новой упаковки стоит 2004 года, я ему ни разу не пользовался. Я ношу такое не глаженное, я лентяй гладить не люблю. Все ношу не глаженное, чтобы не гладить, чтобы не было стрелок. Вот, все это гладить надо, это же гладить надо. А я лентяй гладить не умею. А это не мужское дело гладить. Это женщина должна гладить. Ну что там показывать, все вносить не буду. Все это новое, вон даже с бирками, вон, советские бирки еще, которые цена 3 рубля. У вас нет ничего, что напоминало бы про отца, про мать, вот что-то какая-то вещь сувенирная, ну там может быть какая-то, не знаю, брошка, там, ну что-то. Вот Все это уничтожено. Было все маме. Ну все, как уходит человек, за ним уходят все его вещи. Уничтожаются, раздаются, сжигаются. Ну, у нас так, что его хранить? У всех крымских татар, ну, у них какое-то колечко, какие-то серьги были. У вас ничего Все такого? это было у мамы, когда мама умерла. Я все это, когда пенсии не было, я все в ломбард за 3 копейки сдал. Жить надо было что-то. Пенсии не было тогда, я все ее скарб, ломбард сдал. А там за даром брали все. Были у нее перстень, было и все, и цепочка с кулоном, еще 3 обручальные кольца, еще нам, которые отложила к жене и свое я сдал. Ну, время же идет, кушать хочется, все это дается, а ломбард за 3 рубля берет, образно, за даром. Там у него вообще процент такой копеечный, а тебе хочется, ты сдашь, и да спасибо. Только чтобы, потому что когда она умерла и пенсии не было, все, я пару лет сидел нищий. Я сидел и все золото снес. И сейчас, может, жалею, но цена сейчас бы возросла бы и более подороже продал бы. И бензопилы были, и катушки с проводами, и провода. Папа у меня электрик был. Все я, и все остальное, и телевизор один, и все. Когда кушать хочешь, сдаешь. Много чего ушло. И своего ушло, и их не ушло. И поэтому от папы, от мамы сейчас памяти никакой. Только вот папину сейчас я поковыряю в сундуке, и его отличный аттестат только остался, гордость. Его осталось только в портрете. А вы этим аттестатом гордитесь сами? Конечно, даже иногда в рамку хочу его поставить. Ну, на стене не повесишь аттестат, глупо и стыдно, и непонятно. А так повесил бы. Как говорится, есть паровоз, а есть вагон. Я как вагон, паровоз не хватает. Одичаешь по неволе, живешь тут один уже как бы привык, уже как бы убаюкиваешь себя этой ситуацией, которая, наверное, уже тебя устраивает, которая уже ни к чему не приведет, никаким изменениям. Живешь просто. Не масса города. И все сейчас женятся на русских. Через один. Все это не приветствует. Осуждают. Зачем? Тут вон татарин и девушка, татарка сидит одна. А тут оба идут женятся на русских. Как говорится, выходят замуж за русских. Зачем это нужно? Я не знаю. Многие просто добро дают родители. Просто удивительно. Потом эти браки недолговечные, они все равно потом, пух, как мыльные пузыри лопаются, разбегаются. Только русское население увеличивается, и все. Чужое одеяло она не согреет. Как на голову себе не тень, а ноги все равно открытыми останутся. Я вот никогда не приветствовал смешанные браки. Я злой начал, вот такой, как собака на кошку, как мышка, как кошка на мышку. Нельзя, ну как так? Нет, пусть не обижается, если у вас кто-то есть, тут, кто женился или замуж вышел за русскую. Заранее извиняюсь, но я не пойдет. А там, сука, сидят сиднем, как принцесса на горошине, ждут свою половинку. Правда, они выбирают, что-то там хотят с расчетом, там нравится, не нравится. Возьмешь за шкирку, эй, мама, папа, как раньше в Средневековье. Мама сказала, папа сказал, вон, иди, все, женись. Сейчас же мама не хочу, папа не хочу. Сейчас современные стали. Начали свои эти выкидоны делать, как говорится. Надо просто, что мама скажет, что папа скажет. Так, ну не знаю, я бы так, мама был бы, я бы себе был родителем, я бы не отдал бы свою дочь до русского. Я ей сказал бы, или вон давай за татарина, или все, до свидания. Я с папой мало общался. А с мамой я вечно крутился. Вечно, я помню, как с детства, я все время с мамой. С мамой, и вот до самой смерти я, и умирая, был с мамой. Папа как-то, не то, что я ее не любил, он отдаленный был от меня. Он не был таким сентиментальным, таким мягким. Он был такой, как есть, мужик. Я говорю, вернуть бы их на 5 минут. Я бы любую просьбу выполнил, которую могу, ну, по возможности. Ну, там что-то сделать, ну, не помыть, там что-то, еду приготовить, их вещи постирать или там что-то вот. А тогда же этого не делал. И сказали мне, эй, мам, времени нету.
И даже и ругались бывало по мелочам. Опять же, я был инициатором скандала. Просто так. А им просто хотелось помощь. Обычная человеческая помощь по огороду. Им больше не надо было. Они в огороде ковырялись, как жуки, но вот им этого хватало. И им хотелось, когда они уставали, иди, заделайся. Ну, а я правду говорил, мог бы и заделать потом, а это не убежало бы. Ну, для них казалось, что это обидно было. Вот они мою просьбу или он не выполнил. Был такой. А потом мы доделали. А они говорили, а потом это потом. Потом они брали сами, доделали. Были и такие моменты. Они постоянно мне снятся. Вот, именно вот они, никто другой. Так что бы вы ей сказали, маме? Он сказал бы только вот слова теплые, как я их уважаю, ценю, люблю. Но сейчас их нет. Это уже, как говорится... А вы не говорили никогда им? Честно сказать, при жизни никто, наверное, так не говорит. Я не говорил. Не говорил, я врать не буду. Ты такой. И никто даже не заметит, что был такой человек. А что вы хотите после себя Ну, оставить? хотя бы потомство, хотя бы один, хотя бы ребенок был бы для меня достаточно. Не обязательно там плеяду спиногрызов. Хотя бы один. Просто когда молодой еще можно исправить. И поэтому советы дают, говорят же, легко давать советы другим, но не себе. Советы даешь, а человек эти советы все равно послушает и все равно по-своему сделает. Узындагенетер. Так что и советы давать не надо. А в молодости я так. Летал, не долетался. Хотели бы жить вечно? Да, конечно. Планируешь, а там что будет, никто не знает. Человек предполагает, Господь располагает, я не знаю.